столице открылся обновленный международный терминал аэропорта. Преобразился он не только косметически. Теперь гавань для воздушных судов может обслуживать гораздо больший пассажиропоток. А значит, никаких очередей, духоты и давки. Уже на этой неделе возобновятся прямые полеты в самые популярные жаркие страны. И вылетать отдыхающие будут из обновленного терминала. Узнал, как теперь все устроено, Евгений Стокас. Отправляетесь ли вы в европейский тур или на жаркий курорт именно отсюда, из международного терминала Сыктывкарского аэропорта, вы бы вылетали? Последние годы со своей задачей он явно не справлялся. Из столицы Коми улететь в жаркую страну было само по себе приключением, со стрессом, очередями и часами ожидания. В 2014 году пассажиропоток, который обслуживал аэропорт за год, составлял 450 тысяч человек. А в допандемийном 2019 уже на 100 тысяч больше – 549 тысяч. Парк техники тоже расширяется. Приходится обслуживать все больше людей, все больше самолетов. Так что переоборудование международного сектора аэропорта имени Петра Истомина было скорее вопросом времени. Самое главное, вы могли тоже убедиться, увидеть, что здесь светло, просторно, все соответствует требованиям. Оборудование современное, новое. Конечно же, вылетать и прилетать в такой аэропорт будет комфортным для наших жителей. Хотелось бы предупредить и напомнить всем жителям, что при вылете на международных рейсах за границу необходимо пройти ПЦР-тестирование заблаговременно, чтобы не было никаких казусов, потому что в случае отсутствия могут не допустить на борт. Для международных полетов Сыктывкарский аэропорт открыли распоряжением правительства России еще в 1996 году. А ремонт терминала в последний раз был косметическим. За год ковидной летной тишины, когда вылеты в другие страны были невозможны, обновилось все. Залы ожидания расширились почти вдвое, с 80 до 150 квадратов. Увеличилась зона выдачи багажа, заменили и саму транспортную ленту. Кабин пограничного контроля теперь не 2, а 4. Рейс, оборот у нас составляет 4 часа 50 минут. То есть с момента посадки до времени вылета проходит 4:50. Установлено новое оборудование технологическое, в первую очередь конвейер для выдачи багажа. Увеличена возможность подхода людей за своим багажом. Установлены новые установки системы по авиационной безопасности, досмотровая техника. Модернизация обошлась более чем в 45 миллионов. 5 выделил федеральный бюджет, а остальное – средства социальных партнеров. Терминал осовременили и для маломобильных граждан. Расширили проходы, установили дополнительную уборную в зале ожидания. Насколько стало комфортно, станет понятно, когда, что называется, пассажир пойдет. Уже 3 июля полетят 3 рейса в Турцию, там и посмотрим. Но уже ясно, что отправляться в отпуск из такой воздушной гавани, а уж тем более в нее возвращаться, будет гораздо приятнее, чем раньше. Евгений Стокас, Олег Юшков, Юрген, Сыктывкар.